Добрый день, Уважаемые меня слышно? участники сегодняшней встречи, я хотела бы для начала попросить выключить микрофоны тех, кто у нас не спикер, чтобы мы не отвлекались. Нажать на «Выключить звук», микрофон внизу слева. Спасибо большое. Еще раз добрый день, вас приветствует Единый ресурсный центр поддержки и развития гражданских инициатив. Снова мы с вами вместе. С кем-то мы встречались, победителями конкурса Фонда президентских грантов мы встречались на прошлой неделе, обещали вам встретиться в четверг, но встречаемся сегодня. И также к нам сегодня новички присоединились, потому что, собственно, наша встреча сегодня, она два в одном. Я бы хотела ее как бы обозначить. У нас по плану сегодня два вопроса. Ну, с кем мы не знакомы, меня зовут Вешникова Ольга, являюсь руководителем Единого ресурсного центра. Да, особенности специального конкурса Фонда президентских грантов. И я попрошу координатора центра Надежду Моисеевну Наговицыну рассказать об особенностях. Ну, мы с вами смотрели, кто смотрел вебинары, Илья Чукалин, Антон Долгов проводили Фонд президентских грантов. Вы, наверное, слышали, что объявлен спецконкурс Фонда президентских грантов специально для поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших от ковида, пострадавших от пандемии и так далее. И особенности есть, у нас фактически дедлайн, я бы сказала, про сроки мы скажем, но мы знаем, что 15 июля все, уже это будет последний день приема заявок, поэтому нам надо ускориться. Если здесь есть поставщики социальных услуг, возьмите на заметку, я приглашаю вас к участию в этом конкурсе обязательно, потому что у вас есть опыт. И второй у нас немаловажный момент – это обслуживание грантополучателей Фонда президентских грантов в Сбербанке. Мы пригласили Васильеву Ирину Александровну, регионального менеджера управления продаж малому бизнесу. И во втором блоке, я думаю, через полчасика мы с вами сможем посмотреть презентацию, слушать информацию и, самое главное, ответить на вопросы. Те пользователи, которые сидят в группе победителей, они уже несколько вопросов направили, я Ирине переслала. Ну что, начинаем? Раз, еще раз, слышно, да? Можно чуть погромче. Погромче, да? Угу. Так, сейчас. Слышно? Так, ну, добрый день, коллеги. Мы начинаем наш вебинар «Особенности специального конкурса Фонда президентских грантов». И вторая часть будет посвящена обслуживанию счета грантополучателя в Сбербанке, потому что это неизбежно, и мы все прекрасно знаем о том, что полностью вот эти вот операции с банком у нас совершаются только через Сбербанк. Меня зовут Надежда, я являюсь координатором Единого ресурсного центра, и по совместительству я психолог Фонда «Семья для ребенка». Как раз-таки участвую в реализации проектов, посвященных уязвимой категории населения, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому, конечно, есть о чем рассказать. Совсем коротко, как говорится, ну, самое главное, то, что сказала Ольга Анатольевна, это, конечно, сейчас главный ресурс – это время. Примерно на 30 минут я попытаюсь уложить весь материал, конечно, очень его хочется рассказать. Вторая часть у нас будет подключиться эксперт со Сбербанка. Давайте познакомимся. Вы, пока я буду рассказывать, вы в чате напишите, пожалуйста, какая вы организация, кто вы, оставьте свои электронные почты и телефон, потому что мы с вами, как говорится, уже начнем наше сотрудничество. Возможно, вы к нам обратитесь на консультации, а мы вам, соответственно, направим записи вебинара и материалы и презентацию сегодняшнего вебинара, да? Вот. Угу. Надежда Моисеевна, тут Жанна пишет, звука нет, не смогла в сотовом телефоне найти разрешение. Леонид, может быть, подскажете, пока мы не начали технические? Так,
Если у вас Android, вы должны зайти в настройки, и там в приложениях есть функция разрешения как раз через настройки. А если через iPhone, я не могу подсказать. Вроде бы на iPhone уже само должно подключаться. И микрофоны попрошу отключить Сардану и, по-моему, Жанну. У вас микрофоны включены. Спасибо. Выключить надо микрофоны. Ой, выключить надо микрофон. Да. Хорошо. Не забываем написать в чате, кто вы, какая организация, по какому направлению вы участвуете, для того, чтобы мы начали с вами как бы знакомиться. Да? Ну, все вы прекрасно знаете, что у нас объявлен специальный конкурс Фонда президентских грантов с 16 июня по 15 июля у нас объявлен специальный конкурс. Мы все прекрасно знаете, что фонд президентских грантов, как правило, проводит по 2 конкурса, и в 2020 году они оба состоялись, но вы все прекрасно знаем о том, что у нас случилась вот такая вот сложная ситуация в связи с пандемией, и, естественно, многие грантовые фонды, так скажем, да, фонды там Потанина, Тимченко, они все объявили антикризисные конкурсы, и в такой же ситуации, как говорится, решил поддержать фонд президентских грантов, и у нас объявлен специальный конкурс. Ага, вот обо всем вы узнаете в положении, в конкурсной документации, объявлении конкурса. Вы четко, наверное, увидели и ознакомились, что конкурс именно объявлен направлен на развитие гражданского общества в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. То есть, получается, цели, задачи и обоснования проблемы, они должны быть именно в фокусе, именно в периоде борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Коротко остановлюсь, кто может участвовать. Участвовать могут некоммерческие, неправительственные организации, которые соответствуют по всем этим следующим требованиям. Особо мы на них останавливаться не будем, все это имеется на сайте. Поднимите положение о конкурсе, поднимите объявление о конкурсе, методические рекомендации, там четко, как говорится, все прописано. И те, кто ранее участвовал, наверняка все знаете правила игры Фонда президентских грантов, кто имеет право участвовать, а кто не имеет права участвовать в конкурсе. Так, про этапы конкурса. У нас получается, что до 15 июля у нас есть некоторые запасы времен, потому что Москва, как говорится, опаздывает на 6 часов времени, поэтому у нас есть в запасе 6 часов времени, но не рекомендую этим воспользоваться, потому что заявки надо подавать заранее. Прием заявок у нас длится до 15 июля включительно. Рассмотрение заявок будет длиться до 31 августа. Это просто нонсенс, потому что за такое короткое время экспертам придется все, как говорится, рассмотреть, ставить баллы и определить уже победителей уже к 31 августа. И 1 сентября, если мы 31 августа узнаем, кто у нас победил, кто прошел, стал победителем, то 1 сентября мы все уже, как говорится, приступаем к реализации наших проектов. Что касается самого срока реализации проекта, это четко определено в положении конкурса и в объявлении о конкурсе. Не ранее 1 сентября должны начинаться проекты, а также они должны завершаться не позднее 31 декабря 2021 года. Вот таким вот образом, то есть максимальная продолжительность проекта, она будет длиться 16 месяцев, если так посчитать. 3 направления у нас в этом, так как он специальный конкурс, и он направлен на поддержку социально уязвимых категорий населения. И поэтому Координационный совет Фонда президентских грантов в специальном конкурсе определил 3 направления конкурса. Это социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Все имеется только эти 3 направления. Если у вас в уставной деятельности как таковой не прописаны вот эти направления, то вы не участвуете. Но
Фонд президентских грантов на своем вебинаре от 22 июня, который тоже имеется в записи на сайте Фонда президентских грантов, сказал о том, что сильно придираться эксперты не будут. Если у вас, допустим, написано о том, что поддержка семей, там, работа с детьми, семьями, то есть, да, то, в принципе, вы можете податься на конкурс. То есть, если у вас прописано не прямо вот как соцобслуживание, да, но работа с семьей, с детьми, там, с пенсионерами, со старшим поколением, то, в принципе, вы можете пройти. Не обязательно наличие вот этих вот словосочетаний, так скажем, да. Тематика направлений тоже в положении конкурса все четко прописано. Обратите внимание, что вот на каждое направление имеет тематику направлений, да, то есть вы должны открыть вот эти вот направления и тоже, как говорится, посмотреть на соответствие вашей уставной деятельности. Социальное обслуживание. Также есть в положении конкурса тематика направления по охрану здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, что туда входит и какие организации могут принять участие. То же самое имеется по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. То есть внимательно посмотрите, что внутри входит в каждом направлении. Вот. Ну, соответственно, социально уязвимые категории населения, это у нас тоже определены. И как Фонд президентских грантов тоже рекомендует, не надо распыляться на, получается, разные целевые группы, что мы с ними вообще-то имеем опыт работы. Нет, надо локально выбрать 1-2, не более целевых групп, допустим, дети, семьи, допустим, да, или дети, подростки, или там, допустим, выпускники детских домов или воспитанники детских домов, то есть выбрать узкие категории целевой группы и, как говорится, локально оказать помощь именно вот этим вот категориям. Ну и, соответственно, вы видите на презентации, какие целевые группы могут быть выбраны, да, так скажем, в вашем проекте, в вашей заявке. То есть, в принципе, понятно, я думаю, да? Так, что у нас допускается в расходах гранта? Заработная плата, приобретение средств индивидуальной защиты одежды, в том числе специальной обуви, в том числе специальной, а также обуви. То есть получается, что если действительно мы, соблюдая разные средства защиты, в том числе и социальную дистанцию, в том числе и средства индивидуальной защиты, мы это можем, в принципе, заложить в проекте, если действительно нам неизбежно надо встречаться офлайн, да. Транспортные расходы, то есть это перевозка, услуги связи могут быть заложены, потому что очень многие мероприятия могут быть, как показала ситуация, проводиться онлайн, поэтому на услуги связи, интернета мы можем заложить деньги. Можем заложить деньги на аренду содержания помещений, на прямую материальную помощь, это вот продукты бесплатные, лекарства могут быть, да, но в принципе они не запрещаются. В принципе, можно заложить в проекте, но мы дальше еще рассмотрим, в каком именно в объеме, в какой форме нужно ее применить. И проведение медицинского осмотра, к примеру, допустим, если ваша организация работает с ограниченными возможностями здоровья детьми, или вы работаете с людьми, которые имеют особенности, заболевания с особенностями специфическими, или это могут быть люди с хроническими заболеваниями, которые в условиях самоизоляции, пандемии действительно могут быть осложнить. Да, действительно, на проведение медицинских осмотров мы можем заложить деньги. Запрашивая сумму гранта, в принципе, она осталась такой же, что мы все знаем о том, что бывают разные критерии оценки. Если до 500 тысяч рублей, есть заявки до 3 миллионов, есть до 10 миллионов и свыше 10 миллионов. Чем они отличаются? Как правило, проекты до 500 тысяч рублей, они бывают такие локальные, на одну такую целевую группу, может быть и на мини-группу, на местное какое-то одно сообщество, да. До 3 миллионов это уже достаточно уже большой такой проект, это может быть и республиканский проект или крупный городской проект, да. Что касается проектов до 10 миллионов, от 3 выше, то это должны быть межрегиональные проекты, то есть в рамках там, обмена опытом или действительно некоммерческая организация по уставу может реализовать и межрегиональные проекты, тогда действительно можно реализовать и такой проект. Ну, если мы идем на проекты больше 10 миллионов, то это, конечно, должна быть более такая лидерская организация по данному направлению, и проект должен быть направлен на
такой вот всероссийский масштаб. Критерии оценки проектов, они также остаются, всеми нами известны 10 критериев оценки. Они у нас, как правило, остаются, но меняется, получается, их, как сказать, там, оценка, да, именно бальная оценка. Как вы видите, что у нас достаточно большие изменения произошли в критерии именно опыт организации, это 8-й критерий, опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствующему направлению деятельности. То есть большое внимание будет уделяться именно тем организациям, которые действительно имеют опыт по работе с этими целевыми группами и по данному направлению, так как действительно нужен социальный эффект. Социальный эффект, и нужна действительно хорошая поддержка целевых групп, которые действительно сейчас в условиях пандемии, как говорится, нуждаются в поддержке особой. Поменялся критерий у нас информационной открытости. Действительно, эксперты будут обращать внимание на организацию, насколько она открыта, как целевые группы могут найти эту информацию об этой организации, как они могут обратиться, по какому графику работает эта организация, какую помощь я там могу получить, какие услуги они предоставляют. То есть все обо всем настолько, как говорится, организация должна быть открытой. Совсем у нас, как говорится, не будут оценивать по инновационности, уникальности проекта. Это третий критерий. Самое главное, чтобы здесь оказать поддержку, действительно достигнуть те результаты, которых мы запланировали, чтобы получить социальный эффект, чтобы целевые группы, социально уязвимая категория населения действительно получила какую-то поддержку. Поэтому здесь особое внимание именно инновационности, уникальности проекта не будет оцениваться, она будет оцениваться именно касаться тех проектов, которые запрашивают больше 10 миллионов рублей. Так, ну вот, подытоживая, да, поэтому мы можем сказать, что большое внимание эксперты уделяют именно вот этим вот 4 критериям из 10, но это не говорит о том, что остальные критерии надо забыть и не обратить внимания. Нет, мы на все критерии обращаем внимание, но 4 вот этих вот критерия действительно следует большое внимание. Это актуальная социальная значимость проекта, это реалистичность проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта, это опыт организации по успешной реализации проектов по соответствующему направлению деятельности и информационная открытость населения. Мы будем говорить сегодня про эти 4 критерия и как нам, как говорится, заработать баллы по этим вот 4 критериям. Вообще, что такое актуальность и социальная значимость проекта? На что обратить внимание? Достаточно ли конкретно описана целевая группа проекта? То есть, прочитав ваш проект, эксперт должен понять, с какой целевой группой работает эта организация. Конкретно ли описана проблема? Для каждой ли целевой группы сформулирована проблема? То есть описаны ли проблемы целевых групп на всей выбранной территории по реализации проекта? То есть приводятся ли там количественные показатели? Да? То есть все это, как говорится, будет оцениваться, поэтому просим обратить вот на это вот внимание. Да? В обосновании приводятся ли конкретные количественные показатели, имеется, то есть ли статистика, да, то есть все это, как говорится, надо будет иметь в виду, и почему проблема не решается. Вот все это нужно будет, как говорится, описать. То есть смотрите, вот как заработать баллы в актуальности и социальной значимости проекта, вот в данном критерии. Это все касается раздела о проекте, первый раздел. В обосновании социальной значимости должна быть четкая статистика. Вы должны доказать наличие проблем. Вы должны вообще ответить на вопрос, почему целевые группы вашего проекта нуждаются именно сейчас в поддержке. Должны ответить на вопрос, почему проблема не решается, чего не хватает. Ссылка
должны мы ссылаться на действующие акты региона России, может быть, да, муниципалитета, о введении режима повышенной самоизоляции, что согласно вот такому распоряжению города, там, главы города или указа главы Республики Саха-Якутия был введен режим повышенной самоизоляции, были отменены мероприятия, командировки, вообще присутствие на работе. Вот все это повлекло вот такие-то проблемы. То есть вот это вот очень важно прописать. Если вы найдете статьи в средствах массовой информации, где указывается, что целевые группы ваши испытывают проблемы в связи с пандемией, допустим, да, что там дети-сироты нуждаются, инвалиды там нуждаются в лечении или там в реабилитации, у кого-то там по плану стояли какие-то там мероприятия или бизнес-смотр, ну, что-то случилось, допустим, да, то есть вот все это надо будет, как говорится, ссылку поставить даже вот прямо в обосновании социальной значимости проблемы. Это очень важно. Что сказал Илья Владимирович Чукалин на вебинаре от 22 июня о том, что можно включить в письмах поддержки видео или в дополнительных материалах о проекте, который мы обычно прикрепляем к заявке, можно включить видео отзывов и письменные отзывы целевых групп. То есть можно это все записать. Можно собрать подписи от ваших целевых групп, что они нуждаются в проекте, что они нуждаются в ваших услугах, в вашей организации. Все это разрешается. Поэтому, как говорится, можно так и поступить, а также, как и раньше мы прикрепляли к заявке, нужны письма поддержки от ваших партнеров о том, что действительно проблема актуальна, что целевые группы нуждаются в поддержке и что они готовы с вами сотрудничать. Что касается вот следующего критерия про реалистичность бюджета, то есть, в принципе, этот критерий остается таким же, каким он был. Здесь просто, как говорится, добавляются другие, как говорят, статьи, да, это вот прямые расходы, включая там на продукты, на лекарства, а также включается у нас возможность приобрести и средства индивидуальной защиты СИЗы, да, так самое. И вот на такие вопросы вы должны ответить. Все ли мероприятия проекта обеспечены? Если в бюджете проекта расходы на мероприятия в календарном плане, комментарии, насколько они реалистичны и обоснованы, предполагается ли передача приобретаемого за счет гранта оборудования в другую организацию, то есть все это, как говорится, вы должны ответить перед тем, как подать заявку. Что мы можем вам порекомендовать? Вообще при составлении бюджета и вообще обоснованности планируемых расходов нужно, это на специальный конкурс именно надо понять, что фокус идет на социальный эффект. Вы должны доказать о том, что приобретенные средства, оборудование, аппаратура, арендованное помещение действительно помогут целевым группам. Что в результате вот этих вот мероприятий и того, что вы приобрели, что действительно целевые группы благодаря тому-то оборудованию, благодаря тому, что приходят в ваше помещение, получают услугу, допустим, да, то они действительно, как говорится, выйдут из трудной жизненной ситуации, дети будут здоровы, продолжат лечение, реабилитацию, выпускники детских домов трудоустроятся, решат свои проблемы. То есть вот что мы должны доказать. Фокус на конкретных специалистов, то есть не распыляться там, допустим, на какие-то там разных специалистов, да, которых мы, может быть, ранее привлекали, видеографов, фотографов, привлекали, им оплачивали, допустим, да, то здесь это особо не приветствуется, здесь больше приветствуются именно конкретные специалисты, которые окажут прямую помощь, логопеды, психологи, социальные работники, реабилитологи, тьюторы, допустим, да, и вот часто приветствуется, я думаю, что как раз-таки предложить за услугу шеринг, да, то есть, как говорится, взаимную такую поддержку, например, подарить тому же фотографу или видеографу за то, что он снял видео и запечатлел ваше мероприятие, да, какие-то там поделки целевых групп, мастер-классов, допустим, не превышать прямую материальную помощь. То есть, смотрите, если у вас половина гранта будет направлена на приобретение там продукта, вы это все, как говорится, распространите, передадите бабушкам, там, пенсионерам, то смотрите, а что дальше? Какой будет эффект? Поэтому не превышать прямую материальную помощь на продукты и лекарства, да? Всегда проводите чек-лист на соответствие, насколько соответствует мероприятие бюджету.
и не ориентируйтесь на проведение конкурсов и наградную продукцию. Нам важно именно те мероприятия, которые действительно дадут социальный эффект нашим социально уязвимым категориям. Вот. Следующий критерий, на который эксперты обратят внимание, это опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствующему направлению деятельности. И тут, конечно же, касается, получается, обратят внимание на команду проекта, насколько команда имеет компетентность по образованию, по опыту работы, по опыту реализации предыдущих проектов, а также обратят внимание на вообще в целом, насколько организация имеет статус, да, в регионе, там, в городе. Вот. И как здесь действительно заработать баллы, и как действительно не только заработать баллы, а действительно показать, что вы действительно организация, которая имеет достаточный опыт, и вам нужно доверять. Должна быть красивая, яркая, лаконичная презентация о проекте. С душой и от души, как говорится, да, что действительно, чтобы эксперты открыли и поняли, что какой замечательный проект. Вы должны обязательно найти интернет-ссылки на публикации в СМИ о ваших добрых делах. То есть показать тоже экспертам, смотрите, какие мы молодцы, мы имеем вот такие вот проекты, мы действительно вот так вот работали до пандемии вот с нашими целевыми группами. То есть это могут быть статьи, видео на новостных передачах, если вы там пошли там, на утренний эфир в НВК Саха, а видео НВК Саха, они все сохраняются на их сайте, то вы можете это легко найти и, как говорится, прикрепить эту ссылку в разделе «Организация заявитель». Это приветствуется. Команда проекта имеет соответствующее образование и опыт. Организация имеет проекты, реализованные за последние 5 лет. То есть хорошо при том отразить именно достигнутый результат, а не просто назвать, что у нас был такой проект, и мы там провели какую-то акцию. То есть должен быть какой-то эффект прописан, да, чтобы эксперты увидели, что они, проводя вот такое-то мероприятие или реализуя какой-то проект, достигли вот таких-то результатов. Вот. И приветствуются, конечно же, публичные годовые отчеты, где имеются фотоматериалы, описаны ваши мероприятия, чтобы действительно эксперты имели, как говорится, возможность оценить ваш опыт. Насколько вы покажете свой опыт, от этого зависит доверие эксперта. Допустим, что действительно эта команда сможет достигнуть результаты, что действительно эта команда поможет целевым группам. То есть вот так. А что касается информационной открытости организации, то здесь получается так, что эксперты проверяют, могут, допустим, не только на те вот ссылки, которые вы прикрепите к заявке, обратить внимание, они могут самостоятельно посмотреть в интернете вообще, насколько вы открытая организация на самом деле, да, с кем вы там сотрудничаете, действительно ли вы там принимаете участие, насколько вы активны, допустим, в социальной сети, насколько они обновляются, сайт, насколько там часто обновляется, допустим, да, то есть вот все это они могут проверить, поэтому обратите вот на это вот внимание, ну, что мы можем вам порекомендовать. Вообще, это специальный конкурс, и тем более информационная открытость здесь один из важных тоже критериев оценки, поэтому вы должны иметь сайт обязательно. Если получается, что вы не имеете сайта и не имеете сейчас на сегодня средства на его, скажем, создание, да, разработку и вообще хостинг, то есть, мы об этом еще рассказывали на наших вебинарах, о том, что есть такой портал, как «Моя Россия РФ», где можно, используя их инструменты на сайте, можно бесплатно создать свой сайт. Абсолютно бесплатно, абсолютно просто. И, как говорится, этим уже заняться сейчас надо. Вы должны иметь социальные сети. Если вы откроете там ВКонтакте или там Одноклассники, это не прокатит, мне кажется, в Якутии, потому что в Якутии, в каждый регион всегда имеет, допустим, свои такие популярные социальные сети. В Якутии, например, популярны Facebook и Instagram. Это абсолютно бесплатно, быстро и удобно. Вы можете скачать приложение и уже сегодня вечером, как говорится, начать уже транслировать по своей деятельности. Обязательно должна быть информация свежая на сайте. Не в декабре 2019 года должна стоять там какая-то статья, да, о ваших мероприятиях, или даже не в марте. То есть информация должна быть свежая.
И эта информация должна действительно содержать информацию о том, как ваша организация работает в условиях самоизоляции. Должна быть информация о адресе организации, где осуществляется ваша деятельность, и как она работает сейчас, и телефонных специалистов должны быть, да? Вот. И просто рекомендация: публикуйте статью о деятельности вашей организации в средствах массовой информации, если у вас есть время, потому что это, конечно же, будет в плюс. Ну, если сказать про общие рекомендации проекта, то вы можете на нашем YouTube-канале Единого ресурсного центра посмотреть о проектировании. У нас есть там достаточное количество вебинаров. То в проекте всегда имеется одна цель. Тем более это специальный конкурс, он локальный, он направлен четко на определенные целевые группы, на устранение причин пандемии, поэтому вы четко должны прописать одну цель. У цели вашей должна быть вот 3-4 четкие задачи. Вот, например, мне очень нравится вот эта таблица, которая у вас имеется справа про календарный план, да, о том, что действительно в каждой задаче по 2-3 мероприятия. Вы должны четко понимать в том, что если у вашей задачи нет мероприятий, значит, этой задачи, как правило, не существует, не имеется. Вот поэтому, воспользуясь этой таблицей, вы должны, как говорится, составить календарный план. Приветствуется, когда команда проекта зарегистрирована на сайте Созидателей. Есть сайт Созидателей, это партнерский сайт Фонда президентских грантов, и вы туда, как говорится, создаете свой личный кабинет, пишите, кто вы, чем вы занимаетесь, с кем вы сотрудничаете, какие у вас успехи в реализации проектов, да и вообще в целом, да. И очень легко при этом заполнять команду проекта через сайт Созидателей. Вот, поэтому рекомендуется. Это приветствую всегда. Пишите свою заявку четко, ясно, без воды, то есть не надо писать о том, что сейчас очень актуально в России в последнее время там что-то творится. Нет, вы должны четко прописать, что в Республике Саха-Якутия имеется такая-то проблема, в городе Якутске имеется такая-то проблема, или допустим, что ваша целевая группа столкнулась с такой-то проблемой, что сколько-то там выпускников детских домов или сколько-то процентов детей-инвалидов, там, находясь в самоизоляции, столкнулись с такими-то трудностями. То есть вы должны четко писать про ваши задачи, про ваши цели, про вашу проблему, а конкретно про проблему ваших целевых групп. И проекты должны быть четкие, количественные результаты. Они должны быть прописаны четко, сколько выпускников детских домов, там 50-60, допустим, или сколько детей-инвалидов, 15-20, выйдет из той ситуации, в которую они попали. При этом Илья Чукалин сам на вебинаре от 22 июня сам сказал о том, что не обязательно иметь какие-то масштабные количественные результаты. Напишите то, что действительно может осилить ваша организация. Самое главное – это качество, и чтобы социально уязвимые категории вышли из трудной жизненной ситуации. Ну и не забываем про качественные результаты, то есть обязательно должны произойти какие-то конкретные изменения. Что произойдет в результате того, что вы сделаете, в результате ваших мероприятий, что произойдет. Вот это вот конкретно нужно будет прописать. Это информация для тех, кто позже сейчас подключился. Просим вас написать в чате вашу фамилию, имя, отчество, какую организацию вы представляете, электронную почту и телефон, и мы отправим вам ссылку на запись вебинара и презентацию. К нам в Единый ресурсный центр можно обратиться по таким телефонам. 701-082 – это телефон администратора, который соединит вас, если вы хотите отправить заявку, чтобы мы провели экспертизу или получить консультацию, то запись ведет администратор, а потом уже, как говорится, соединяет уже с экспертами. Есть электронная почта, на которой вы можете написать свои запросы, есть Инстаграм, где ведется, как говорится, информация, хроника нашей деятельности, и сайт, на котором тоже имеется информация. Также, если, конечно, мы все выйдем из самоизоляции, из удаленки, так скажем, да, то мы находимся на Курашова 24, офис 702-703. Как проводится консультация, экспертиза проекта? Она проводится в том случае, если у вас есть четкая идея и проект на бумаге.
и вы начали разработку на портале. Коучингом, допустим, да, если вы обращаетесь, что вот я вот не знаю, чем заняться, то есть знаю, хочу что-то там реализовать, но не знаю, чего начать, вот этим вот мы не занимаемся, то есть поиском идей, смыслов жизни, а давайте подумаем, чем вы можете заняться, вот этим вот мы не занимаемся. Поэтому, как говорится, с проектом, с конкретным проектом, с идеями, если вы обратитесь, мы, конечно, с радостью вам поможем. И вторая часть вебинара – это обслуживание счета грантополучателя от Сбербанка. Я сейчас отключу демонстрацию. Да, спасибо большое, Надежда. Подключаем вторую презентацию. Приглашаем Ирину Александровну Васильеву к нам на платформу Zoom. Я все-таки попросила бы до начала второй части написать, откуда вы, как называется ваша организация, и обратная связь, видео, ссылки, чтобы мы вам отправляли. Нам нужна ваша электронная почта и как минимум ваш телефон. И одну ремарку я только добавлю, что те участники сейчас второй части, это уважаемые победители второго конкурса Фонда президентских грантов. Вы, если у вас есть в АКВЭДах социальное обслуживание, да, если у вас в уставной деятельности есть поддержка семьи, детства, материнства, ЗОЖ, охрана здоровья, вы, будучи, являясь победителями второго конкурса, можете принять участие в спецконкурсе. Имея 2 нереализованных до конца проекта, даже некоммерческие организации могут сейчас идти на этот конкурс. Поэтому имейте в виду. И сейчас приглашаем Ирину Александровну. Вы с нами? Да, я с вами. Добрый день Отлично. всем. Ирина Васильева, региональный менеджер. Вы можете презентацию немножко увеличивать на своем телефоне, чтобы поближе рассмотреть, да, это, я думаю, каждый может сделать. Ну вот по 8-й волне счетов, да, фонда грантополучателей, 12 победителей, из них 5 новых клиентов, которые не имели расчетный счет в нашем банке, 2 это участники прошлых волн, и 5 клиентов имеют уже расчетные счета, но у них нету именно счетов грантополучателей. На текущий день, немножко статистики приведу, да, 5 у нас уже открыто счетов фонда грантополучателей, 2 действующих, но не так работают, и получается не открыто 5 счетов по 5 участникам. Поэтому эта информация, наверное, будет полезна тем, кто еще не успел открыть счета грантополучателей. Что нужно сделать, да, во-первых, есть, когда вы выигрываете, получается, выставляется задача на сотрудников техподдержки, которая должна позвонить вам. Если вдруг вам не позвонили, сотрудник банка, да, и не рассказал, что вот вам нужно открыть специальный расчетный счет, озвучить там перечень документов, то вы всегда тоже можете сами позвонить на нашу техподдержку, я потом дальше скажу телефонный номер, и проконсультироваться. Для того, чтобы открыть счет грантополучателя, нужно посетить наш Сбербанк. Да? На открытие счета, это тем, у кого не было счета, и нету расчетного счета обычно, и получить обязательно токен. Токен – это флешка, да, на которую выпускается цифровая электронная подпись. Когда вы получаете токен, вам нужно будет, и откроете счет в нашем банке, вам нужно будет выпустить сертификат электронной подписи для токена, передать ее дистанционно через Сбербанк Бизнес Онлайн, либо лично в офис принести распечатанное заявление из Сбербанк Бизнес Онлайна. Дальше вам нужно будет выпустить электронную подпись в e-инвойсинге. E-инвойсинг – это электронный документооборот. Он подключается тоже в Сбербанк Бизнес Онлайн и выпускается квалифицированная электронная подпись. Документооборот, этот сервис стоит 295 рублей в месяц, это платный сервис. С помощью него вы сможете подписать дополнительные соглашения к договору банковского счета, направленные через e-инвойсинг. То есть тут вы будете подписывать договора именно с фондом грантополучателя.
Можно следующий слайд. Угу. Вот, если до 24 июня с вами никто не связался по открытию счета, да, и консультации по пакету документов, то вы можете самостоятельно позвонить на номер 8 800 100 45 55. Там дальше потом добавочные единицы набираете. И есть еще на выбор две кнопки, тоже добавочная 1, это техподдержка, и добавочная 2. Это помощь по поддержке именно в волне и по операционным вопросам. Дальше следующий слайд. Угу. Следующее. Значит, когда вы придете в банк, с вами подпишут заявление о присоединении к договору конструктору и заявление о присоединении к условиям договора реестрового перечисления, это зарплатный проект. Зарплатный проект подключается по желанию, это не обязательно, но это для удобства вашего, для того, чтобы вы могли в рамках этого договора перечислять деньги на карту физлица. В день открытия расчетного счета вы получаете электронный ключ токен, ну и потом Сбербанк Бизнес Онлайн уже выпускает к нему сертификат. Это уже делаете на своем рабочем месте, да, на компьютере дистанционно. Памятки по выпуску сертификата размещены в личном кабинете на портале фонда. Ну, а также мы еще при открытии счета по запросу, да, можем эти памятки вам тоже распечатать и передать. После активации электронной подписи необходимо подключить систему электронного документооборота e-invoicing и выпустить квалифицированную подпись и подключить тариф дополнительный для обмена документами с фондом. После вот этого, когда вы уже выпустите электронную подпись к e-invoicing, вам придут документы со стороны фонда. То есть там будет дополнительное соглашение к договору 2 о контроле со стороны фонда операций по счетам грантополучателей и о порядке списания комиссий за e-invoicing. Вот эти документы в e-invoicing необходимо подписать в короткие сроки, как рекомендовано, в течение 5 дней. Заявление о договоре реестрового перечисления зарплатного проекта подписывается по желанию в офисе только. Через Сбербанк Бизнес Онлайн он не подписывается. Это что касается открытия счета для клиентов, у которых не было ранее счетов в нашем банке, ни действенного, никакого ни расчетного, ни счета грантополучателя. Следующий слайд, пожалуйста. Угу. Следующий слайд, это касается схемы работы со Сбербанком, если вы уже ранее получали грант и у вас есть действующий счет, да, в нашем банке, именно грантополучательный счет. То есть вам не нужно заново открывать специальный расчетный счет для заключения договора. Важно только проверить работоспособность электронной подписи в Сбербанк Бизнес Онлайн и квалифицированной электронной подписи в e-invoicing. Это вы можете сделать самостоятельно в Сбербанк Бизнес Онлайн. Если у вас не получится что-то, где это найти, то вы всегда можете позвонить по нашу техподдержку 8 800 100 45 55. И они вас проконсультируют, в какой вкладке это можно посмотреть. Единственное, что может быть, следующий слайд. Сделайте, пожалуйста. Единственное, что потребуется, возможно, да, от вас, это если необходимо будет актуализировать дополнительные соглашения. То есть вы проверяете работоспособность, и если вам пришлют эти доп. Соглашения на подпись, вы должны будете их подписать. Сбербанк Бизнес Онлайн. И последний слайд. Последний слайд – это частые вопросы, да, и ответы на них. То есть сам счет действует, и специальные приложения по тарифам, да, по нему. Вернее, счет действует постоянно, да, он не закрывается, пока вы сами не закроете. Но специальные приложения по тарифам действуют 19 месяцев, дата подписания пакета документов. После истечения этого срока переходит обслуживание на стандартные тарифы.
Давайте проговорим, какие тарифы по этому счету специальные. Специальные тарифы – это открытие и ведение счета 0 рублей, выдача одного токена – это 0 рублей, зарплатный проект подключается тоже бесплатно, и в рамках него зачисление и обслуживание карт тоже бесплатное. E-инвойсинг стоит 1 рубль в течение первого месяца, но тариф, который, как я говорила, да, подключить дополнительный тариф к e-инвойсингу обязательно для того, чтобы иметь возможность подписывать соглашение с фондом. Это стоит 295 рублей в месяц. То есть этот тариф остается постоянным. Платежные поручения в рамках, ну, вот в рамках этого счета, который вы будете проводить, да, платежные поручения там, на счета физлиц или на счета юридических лиц, тоже они платные, они стоят определенную комиссию. Что нельзя делать с этим счетом? Пару слов скажу. Угу. Это справа, да, видите, в красном квадрате выделено, да, важно. Что нельзя делать с этим счетом? Запрещается снимать наличные денежные средства со специального расчетного счета для получения гранта, переводить денежные средства с помощью именно бумажных платежных поручений. Ну, что это значит? Это значит, что приходить в офис и оформлять платежное поручение на бумаге, этого делать нельзя. Ну, во-первых, это и стоит, да, по стандартным тарифам 600 рублей, нежели делать платежку через Сбербанк Бизнес Онлайн, там 37 рублей она стоит, да. Ну, и это для того, чтобы фонд отслеживал, что вы делаете в онлайне, ну, как вы используете этот счет. Также нельзя размещать денежные средства в депозиты и прочие продукты по начислению процентов. То есть этот счет, он предполагает именно целевое использование денег, да, то есть размещение средств депозита, это, скажем так, получение дохода, да, и этого делать нельзя. Также нельзя осуществлять переводы средств гранта на свои другие расчетные счета, в том числе открытые в ПАО Сбербанке. К этому счету не выпускается бизнес-карта. То есть, если к обычному счету расчетному мы выпускаем бизнес-карту, да, и по ней можно там снимать и вносить деньги, то именно к этому счету грантополучателя выпуск карт не предусмотрен. Ну и также нельзя со счета производить конвертацию в иностранную валюту, за исключением операций, связанных с осуществлением мероприятий, предусмотренных описанием проекта. Ну, то есть это будет уже по согласованию. Если у вас в проекте есть операции, которые связаны именно с иностранной валютой, то это будет возможно. А если это не предусмотрено в проекте, то этого делать нельзя будет. Ну, по презентации у меня все. Это основные моменты. Что из важного я проговорила, да, чего делать нельзя с этим счетом. Тарифы тоже проговорили. Давайте, наверное, тогда сейчас вопросы-ответы. Были вопросы в части выпуска электронной подписи, я так поняла, да, проблемы, сложности с этим. Ну, смотрите, сейчас 1 июля, да, вступил в силу закон 63 ФЗ о выпуске электронных подписей. И согласно нему доверенные лица не могут, ну, скажем так, удаленно, да, выпускать электронные подписи. Им необходимо, чтобы их лично удостоверил центр, который выпускает эту квалифицированную электронную подпись. Что это значит? Это значит, что вы, вот у вас, когда мы проговаривали, да, ваши действия, вы сначала выпускаете сертификат электронной подписи для токена, это вы делаете через Сбербанк Бизнес Онлайн. А вот электронную подпись, квалифицированную именно в e-инвойсинге, если раньше вы могли выпустить ее через онлайн, да, то сейчас нужно будет обязательно ее принести в офис. То есть заявление вы выкатываете через Сбербанк Бизнес Онлайн и приносите на бумаге нам в офис, в банк, для того, чтобы сотрудник банка удостоверился, что это оригинал, что это вы принесли, и уже зарегистрировал в системах банка. Вот это заявление подписывает руководитель, но принести его может доверенное лицо.
Но само заявление на вот выпуск квалифицированной подписи e-инвойсинга, оно должно быть заверено, именно подписано руководителем и поставлено печать. Так, что еще, какие вопросы были в части, вот, я так поняла, больше вопросов было в части подписания вот этой подписи, ну, выпуска этой подписи. Если есть еще сейчас какие-то вопросы, давайте задавайте. Постараюсь ответить. Если не отвечу сразу, то обязательно запишу ваши контакты и свяжусь с вами после вебинара. Уже в чате есть 2 вопросика, ну, таких последних. Вот как раз то, что вы говорили, с 1 июля внесены изменения. Да, вот вижу, да, Диана Худава написала, что заместитель имеет доверенность, на сегодня есть проблемы с подключением к e-инвойсингу. Ну вот, как я сказала, что вы подключите его, получается, вы можете его подключить, но выпустить квалифицированную подпись, да, полностью удаленно не получится. То есть нужно будет сделать выпуск, распечатать заявление и принести в офис банка на Кирова 29. Ну, если ближайший к вам офис Сбербанка, это Якутск. За токен вы пишете, сняли 800 рублей, на самом деле это некорректно. Токен стоит бесплатно. Когда вы брали токен, операционисту говорили ли вы, что у вас счет грантополучателя? Потому что делается отметка, в этом случае за обслуживание токена не взимается комиссия. Зачем 5 ключей к токенгу? 5 ключей, не знаю, 1 ключ, 5 ключей. Ну это вам пин-конверты, да, выдают 5 ключей к токенгу? Это для подтверждения. Вот эти ключи, это когда вы потом будете проводить операции, и вы вот этими ключами подтверждаете. Это как пин-коды карты. То есть токен один, к нему есть вот пин-конверт. За токен по поводу возвращения денег, ну, я предлагаю вам подойти на Кирова 29. Давайте уточню у операционистов, как этот процесс лучше сделать, и с вами тогда отдельно свяжусь. Я вас запишу тогда. Диана Худаева. Так, и мне ваш контакт нужен. Диана, вы телефон ранее отправляли? Да, сейчас мы посмотрим. Да, нужен будет телефон. Да, для обратной связи нужен ваш телефон, Диана. Напишите, пожалуйста, в чат сейчас. Либо, так, Средана Барабанова, да, либо вы мне скажите, какая-то организация, потому что у нас тут тоже есть контакты. Организация, вот как ваша называется. Так. Так, давайте сейчас запишу. У вас общественная организация, да, или автономная, Сардана? Вы можете звук включить. НКО, это понятно, да. Еще один вопрос. Счет открывает организация, мне оформляют доверенность. Вы по доверенности можете открыть счет, да. Только вам нужно будет принести все документы на организацию. Это устав, это документы, подтверждающие полномочия. Выписку мы делаем сами из ИГРЮ. ИСК тоже заполняем. Ваш паспорт обязательно нужен будет. И доверенность. Доверенность может быть оформлена нотариально, может быть оформлена по форме банка. Ольга, вот я в тот раз отправляла, по-моему, форму доверенности, да? Так. А можете нам продублировать, и мы Да, тогда... могу. Кому нужна форма доверенности, вы можете сейчас дать знать. Вот все, кто указал свои координаты, да, у нас даже протокол обычно ведется. Мы их все себе обязательно сохраняем, и обратную связь вы получите. Для этого мы и вот несколько раз повторяем, коллеги, это
вам пригодится. То есть вот кому нужна доверенность, вы сейчас можете отправить свою почту, и мы вам перешлем. И Ирина тогда Александровна нам направит, да, на почту, вот, которую я вам сегодня указала, а я перешлю тому, кому это необходимо. Но в любом случае у нас еще есть в районах организации, которые тоже обращаются с вопросами и пишут группу, мы можем также им предоставить. А я хотела уточнить, когда мы приходим к вам и говорим о том, что мы победители, значит, мы говорим, все-таки это называется спецсчет или счет грантополучателя? Ну, на самом деле, наверное, тут нет какой-то прямо конкретно там спецсчет или грантополучателя. Лучше говорить грантополучателя, потому что спецсчета у нас их достаточно много разных. Есть счета escrow, есть счета застройщиков, есть еще там разные счета, да, избирательные счета есть. То есть, ну, лучше говорить грантополучатель, тогда будет сразу понятнее. Хорошо, спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? В группе было много вопросов. Я вот такие основные перенаправила. Мне позвонили из банка и предложили открыть счет по льготной цене, которая сейчас действует. Мне предложили до 6 числа. У меня пока гранта нету. Это, ну, как говорится, если я просто приду вот по этой льготной цене или как льготные условия какие-то, открываю счет, этот счет я могу потом воспользоваться именно как грантополучатель, если выиграется грант, допустим, наш якутский. Спасибо за вопрос. Вам, скорее всего, предложили открыть с льготной цене, да, ну, не цене, а, скажем, да, условиям. Периоду. Обычный расчетный счет. Да. Это обычный расчетный счет. Счет грантополучателя открывается только победителям. В случае только если вы станете победителем, в этом случае открывается специальный расчетный счет именно грантополучателя. Вам, скорее всего, предложили открыть обычный расчетный счет для организации. У нас сейчас действует акция «Тест-драйв». Первые 2 месяца обслуживание стоит 1 рубль. Так возможно, стоит вам его про это открывать говорили. или не стоит открывать? У вас общественная организация? Да. Вообще все юридические лица, да, индивидуальные предприниматели, ну, согласно там федеральному закону и гражданскому кодексу, ну, обязаны открывать расчетные счета. Вы можете подойти либо на сайте Сбербанка, если вам есть Нет, сложность там подойти. предложили да? подойти именно Кирова 29. Да. Ну, открытие происходит все равно очно. То есть зарезервировать счет можно на сайте Сбербанка, но открытие происходит уже при предоставлении полного пакета документов именно в офис банка. Открытие само занимает где-то около часа, полностью, да, процедура. И полностью счет работает сразу после, как откроется, работает на приходной операции. И когда идет уже допроверка ваших документов, в течение дня уже заработает счет на расходные операции. Я хотела уточнить, именно пока у меня нету вот этого гранта, именно счет как грантополучатель по общественной организации, мне сейчас это стоит открыть? Нет, вам сейчас его не откроют, потому что вы пока не победитель. То есть вам могут открыть обычный расчетный счет, а именно, чтобы работать с грантом, с фондом грантополучателей, вам нужно будет дождаться результатов конкурса и потом только уже открывать. Спасибо. Еще один вопрос от Ольги. Ну, доверенные лица, да, по доверенности. А еще было предложение в группе, вот вы мне ответили, но сейчас для коллег, может быть, озвучим, нужно предложить, чтобы назначили ответственного менеджера для НКО.
бывает так, что отправляют по разным сотрудникам, которые, может быть, не совсем понимают специфику либо НКО, либо вот этого счета грантооператора. Мгм. Ну, на самом деле у нас все сотрудники, которые открывают счета, они ну, знают, да, как работать с данным счетом и как его открывать. Поэтому выделять какого-то отдельного сотрудника нет целесообразности, так как у нас открываются счета не только грантополучателей, и другие счета тоже открываются. Понятно, Если хорошо. есть какие-то вопросы именно там, может быть, по работе, вас не устроило, может быть, там, ну, бывает, да, консультация, вы всегда можете обратиться на техподдержку, да, 8800, где сотрудники, уже выделенная линия есть именно для грантополучателей. Вот 8800 145 55. Это конкретно выделенная, и добавочная там 1.1, это конкретно выделенная линия именно для клиентов, которые открывают и хотят открыть или уже пользуются счетом грантополучателя. Есть выделенная Меха линия. вопрос бар. Да. Ага, онко эхабиненс. Бихи буллагана эти бизнес онлайн ток бутон телефонмут нөмерин олардан кипсипеппет. Атын нөмер болан халлага ди. Онко бутта турганны куларияри. Телефон Ну, в нөмерин течение олардар суток, но нужно будет прийти и подписать через как раз операционистов бихики изменения. Блин как раз он ноларорсеп. Он как будто бир күннән ихнән он уларытын шәптә бу билеген баран ровно туха тирава барбыта. Оларор билеген. Он уларттара. Ну, по точным прямо срокам, наверное, не сориентирую, да, потому что наши Реально, сотрудники да, сегодня не вот, сами, они например, принимают заявление и регистрируют это в банк, ну, в наших программах. И это обрабатывается. В течение суток, я думаю, что должны изменить. Вам придет смс на изменение пароля. это будет телефон. Суббота. Ну, это получается завтра суббота, она же выходная у вас считается, да? Или как? Они по рабочим дням или уже в понедельник только? Ну, я не буду врать, но лучше, наверное, на рабочие дни сориентироваться. Ну, получается в понедельник, если мы сегодня заявление даем. Да. Спасибо. Да. Ну, в лучшем случае сегодня, может быть, до конца дня это обработают, ну, а в худшем случае в понедельник. Хорошо. Так, вопрос у Сергея, у гранта имеется в виду гранты главы Республики Саха-Якутия, да? Не было стройки, как в РФ, на обслуживание счета. Имеется в виду в бюджете? Да. Да, там действительно такого не было. Почему? Сейчас скажу. Так как наш единый ресурсный центр является администратором по формальным признакам этого конкурса, дело в том, что вы, наверное, заметили, никто не говорил о том, что должен быть какой-то единый банк. В случае победы в конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия более 56 миллионов рублей выделено, но у нас один портал. Вот я для сведения, кстати, для Сбербанка, Ирина, могу для вас сказать, сейчас большой идет конкурс, он первый этап прошел, все заявки приняты, но пока что у нас один портал, один уполномоченный орган, один единый ресурсный центр и один пул экспертов, но банк у нас пока не один. У всех будут разные банки. Я думаю, в будущем будет рассматриваться возможность, как в фонде президентском гранте, делать привязку к одному конкретному банку и также в будущем отчитываться. Поэтому у нас не было такой привязки. И вы имеете в виду расходы на банковское обслуживание. В принципе, в офисных расходах вы могли бы их заложить. Я не помню, чтобы в указе главы был запрет на эти расходы. Их не было. Просто их всегда очень сложно рассчитать. Это зависит от банка, от количества платежных поручений, да, и от активности вашей. Вот здесь есть вопрос очень хороший от Любови Артемьевой, но я вижу в группе, что это с Верхоянье, будущее Верхоянье, Батагай, Верхоянский район. В нашем Сбербанке мне токен дали, но открывать счет не могут. Говорят, открывают только ИП, значит, нужно ехать в Якутск. Да, все правильно.
Есть такая, скажем, на данный момент, да, сложность в том, что удаленные территории наши, да, по республике, не все имеют право, да, открывать эти счета. То есть имеют право открывать счета только те сотрудники, которые, относятся вот к корпоративному блоку, да. Кроме Якутска, это у нас Ленск, Мирный, Алдан, Миренгри и село Майя. Да, все. То есть ближайший к вам выбираете и... А у вас счета нету, да, в Верхояне? Нет, у вас счета, по-моему, нет. Да, Арктика у нас, это очень далеко и дорого. Как бы нам эти вопросы решить? Потому что мы сейчас за то, чтобы у нас арктические районы, они не были как бы изолированы, закапсулированы из-за того, что у них медленный интернет. Мы всячески им помогаем для того, чтобы они участвовали в таких конкурсах. Счета нет. Тогда что делать? А кто-то может здесь это сделать по доверенности? По доверенности может, но нужны документы, оригиналы к самой компании, самой организации. Тогда, может быть, вам рассмотреть возможность отправить документы, нарочным, и кому-то доверить это сделать здесь? Да, доверенность выписать, потому что мы по сканам не открываем. То есть мы только при присутствии клиента и оригинала документов открываем счет. Угу. Да, вот это сложность. Конечно, Алдан, Мирный, Ленск, это все очень далеко от Арктики. Ближайший, получается, Якутск. Прилетим в Якутск, пишут. Вот это, кстати, кейс. И вот этот кейс нужно будет озвучивать. Раз в году проводится видеоконференция с Фондом президентских грантов в Дальнем Востоке, по всему Дальнему Востоку. Вот впервые мы 2 года назад озвучили, что у нас интернет слабый, Арктика не может принимать участие. А сейчас мы можем озвучить, что действительно нам нужно тогда ликбез проводить на ранней стадии, когда у нас формируются заявки о том, что это будет Сбербанк, нужно владеть ситуацией, знать все новости, правила игры и вот если что, доверенности и так далее. Есть еще вопросы, коллеги? По какому телефону, вы же указали, куда можно звонить, если что, и если технические тоже вопросы, да, по этому телефону, Ирина, который вы указали, тоже по этому номеру. Отлично. Больше, если вопросов нет, я предлагаю завершить, поблагодарить Ирину Александровну. Спасибо большое. Вы 2-й раз приходите к нам в этом году, встречаетесь с победителями. Мы обязательно сделаем запись для того, чтобы в районах услышали и увидели вашу презентацию. Презентация у нас есть. С вашего разрешения мы можем презентацию отправлять. Отлично. Спасибо огромное всем. Надежде Моисеевне, Ирине Александровне, всем участникам. Спасибо, берегите себя, будьте здоровы.